Телевизионная сетка вещания, без чего не может ни один телеканал. Это выстроенная последовательность программ, где учтена каждая секунда выхода телепередач. Она же отражает программную политику телеканала и показывает объемы контента. Телевизионщики не прекращают вещать и в свой праздник – Всемирный день телевидения. Несмотря на то, что онлайн интернет-ресурсы прочно вошли в жизнь людей, телевещание не сдает свои позиции, и жителей, любящих проводить вечернее время перед экраном, немало. Конечно, ингушское телевидение я смотрю, но по мере возможности. То есть я прихожу вечером с работы, или, конечно, любимая передача – это «Эрудиты». Я смотрю тоже Ингушетию. Мне больше… Мы с бабушкой смотрим все время новости. Да. А кого-нибудь знаешь из новостей, может, ведущие? Нет? Знаю одного. Амира Цичоева. «Эрудиты» мне нравится как-то. Телевидение стало окном в мир для жителей планеты. Экспериментировать над процессом дальновидения начали в 1884 году. Первую работающую механическую телесистему разработал профессор Пауль Нипков. Это вращающийся непрозрачный диск. Изображения сканировались световым лучом, после чего сигнал передавался на специальный преобразователь. Однако единственного изобретателя телевидения нет. Общими усилиями советских ученых и инженеров, американских и британских изобретателей в начале 1930-х годов удалось довести телевидение до стадии пользования. Изначально в телеящиках вещала черно-белая картинка. А уже к началу 1950-х годов США и СССР разработали систему цветного вещания. В 1967 году в СССР был введен в эксплуатацию главный телецентр страны Останкино. С тех пор телевидение значительно эволюционировало, а горизонт его возможностей расширился. HD и даже 3D-качество, прямые эфиры, телемосты. Сегодня это мощный источник информации, рычаг для воспитания подрастающего поколения. Ему мы отдаем часть своего времени. В Ингушетии история телевидения начинается вместе с образованием республики. В 1992 году открылся региональный филиал ГТРК «Россия» в подвале здания Народного суда, где разместились монтажка, студия и аппаратная в одном лице. 20 лет ГТРК была единственной телекомпанией республики, а в 2013 году в Магасе открылась национальная телерадиокомпания «Ингушетия». НТРК ведет круглосуточное телевизионное и радиовещание. Массовые события транслирует в прямом эфире. В эфир национального выходят программы различного характера: политика, спорт, культура, интеллектуальные и духовные передачи. Над ними трудится утренняя информационная тематическая редакция. Каждый день в 19:30 в прямой эфир выходит также программа «Главная», во время которой у жителей есть возможность задать наболевшие вопросы. Зритель, конечно, видит только красивую картинку и не подозревает, какой объем работ проводит перед каждым эфиром. Это самая главная общественно-политическая программа, соответственно, подготовка к ней идет за несколько дней до прямого эфира. Это целая командная работа, и продюсеры, и режиссеры, и операторы, мы все готовимся, и монтажеры. Нужно сделать социальный опрос, нужно подготовить необходимую базу для того, чтобы вопросы, естественно, совпадали с нашей тематикой тоже. А недавно список тематических программ национального пополнился новыми проектами. Без экивоков, актуально, визави и культурный час Элизой Барахоевой. Кстати, Элиза сейчас к новому 2020 году готовит еще один проект. Мы сейчас активно готовимся встретить 2020 год, встретить его весело, позитивно и под ритмы наших красивых зажигательных лезгинок, и не только. Это новогодний проект, естественно, он приурочен к Новому году, будут очень красивые песни, которые уже давно полюбили зрителям, а также много сюрпризов. Сюрпризы чаще всего заключаются в том, что артист именно в новогоднюю ночь дарит премьеру своих композиций. То есть эксклюзивно на нашем канале будут премьеры песен от самых известных артистов Кавказа. Самое приоритетное, как и на любом телеканале, информационная редакция. У сотрудников новостного отдела нет времени на отдых. Редакторы работают с 9 утра до 10 вечера. В праздничные дни по объему работы выдаются еще более насыщенными. Каждый день корреспонденты должны быть готовы выехать в любое время суток, на любую точку региона и не только. Выпуск новостей выходит в режиме реального времени 4 раза в сутки. Еженедельно в субботу северокавказские новости. Каждое воскресенье 21:00. Итоги недели. Визитная карточка новостей, конечно, ведущие.
А ведущая национального Лайла Цурова, которая по праву уже стала лицом компании, также является шеф-редактором информационной редакции. Нагрузка колоссальная. Большой поток информации проходит через отдел, но, тем не менее, мы как бы в курсе событий. Получается, что я, как и главный редактор, непосредственно участвую в процессе. Мы отправляем ребят на выезд, перед этим выбираем темы, встречаем ребят, обсуждаем то, что они наснимали. Затем идет редактура текстов, ты читаешь эти тексты, ты уже в гуще событий. Соответственно, легче написать вечером подводку. Не надо все это скопом читать, а я знаю, что происходит за день. В этом плюсы. Технические возможности национального телеканала передовые, нас смотрят по всему миру. Несмотря на такой сравнительно небольшой срок работы, компания не раз занимала лидирующие места на различных конкурсах СМИ. Готово? Да. Всемирный день телевидения отмечается с 1996 года, однако телевещание стало неотъемлемой частью жизни людей значительно раньше. Несмотря на то, что многие сегодня предпочитают смотреть фильмы и программы через интернет, телевидение не перестает развиваться, а телевизоры можно встретить практически в каждом доме. Телекоммуникационные операторы продолжают продвигать новые технологии и улучшать существующую функциональность. Смотрите телевизор и будьте в курсе свежих новостей. Диана Дударова, Майрбек Миржоев, Новости 24.